Ну, боевая, хорошая игра, равная. Больше тут добавить нечего. Я думаю, любой из команд был бы по такой игре проигрывать. Игра была до гола, поэтому явно тот момент, когда результат справедлив, как мне кажется. Вчера посмотрел все матчи тура, понятно, там были осечки в батарее, вот многие комментаторы, коллеги, журналисты какой-то нации говорят, как бы забывая немножко о нем. То есть все там восхищаются Шахтером, все говорят, как проваливает Батэ. Вот вам в такой ситуации комфортно, когда вы на данный момент, если бы берем расчет, например, что вы бы победили в игре с Минском, такой вполне реальный исход, ну, к примеру, я говорю, да, вы бы единолично возглавляли турнирную таблицу до начала тура. Мне не интересно, что говорят журналисты, мне интересно, как выступает моя команда. Моя команда выступает хорошо, поэтому пусть говорят, я на это просто не обращаю внимания. Здоровье Осадкина и почему заявки попали в Жуковский и Яблонский? Ну, они на карантине. Все трое? Ну, Осадкин в больнице, а Жуковский и Яблонский на самоизоляции. Наверное, результат все-таки отражает расклад сил на поле, хотя у нас в первом тайме было два неплохих момента, во втором один, то есть где-то были шансы, чтобы вырвать эти 3 очка. Игра была настолько равной, на мой взгляд, что дело было, скажем так, до 1 гола. Кто бы забил, тот и выиграл. Трудно было при такой игре. Соперник, надо отдать должное, не зря забрался так высоко. Очень хорошая, мощная оборона, очень быстрый, техничный верх, плюс хорошая команда, вопросов нет. Единственное, что, на мой взгляд, мы были как минимум не хуже. И очень хотелось, конечно, где-то забить гол. Но, к сожалению, сегодня наш бомбардир главный не сработал, а остальные ребята его не поддержали, хотя моменты, повторюсь, все-таки были, особенно в первом тайме. Во втором, конечно, команды уже больше думали о том, как бы сохранить счет, чем о том, чтобы его изменить. Ну, вообще мы, конечно, выпустили всех своих на сегодняшний день здоровых нападающих, чтобы как-то изменить ход игры. Но тоже, честно говоря, во втором тайме осторожничали, меньше открывались, меньше рисковали. Из-за этого игра упростилась и больше было, в общем-то, единоборств, верховых передач, борьбы, толкотни, чем осмысленных комбинаций. Спасибо. Вопросы? Можно я? Да, конечно. Сергей Михайлович, сегодня немножко непрофильная была позиция от Григоренко. Вот, много очень черновой работы выполнял Артем. По-моему, больше даже он оборонялся, чем атаковал. Как оцениваете свою игру на этой позиции? Ну, очень хорошо, потому что раз он играет, значит, я им доволен. Единственное, конечно, замечание правильное. Он парень очень ответственный, поэтому он в обороне всегда отработает, я за это не переживаю. Поэтому как раз он и играет в стартовом составе. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он больше подключался к атаке, но на сегодняшний день, видимо, у него было небольшое повреждение, вот, и, видимо, оно немножко ему мешало, или сковывало движение, или мешало. Ну, в общем-то, я его поменял не от того, что он плохо играл, а просто от того, что нужно было увеличивать атакующую составляющую, то есть игроков более острых, более играющих на атаку и, ну, естественно, более свежих. Поэтому я его заменил, а так, в принципе, довольно действиями. Спасибо. Еще вопросы? Сергей Михайлович, в игре не было показано ни одной желтой карточки. Вас не удивило? Да еще под дождем играет. Да еще Гороютин судил матч. Ну, вы знаете, видимо, все-таки зато, ну, сейчас я расскажу по порядку. Видимо, и с нашей стороны, и с той стороны, ну, с нашей точно, а с той стороны тоже, видимо, было такое указание, никакие пререканий не вступать, не провоцировать судью, чтобы не нарываться на карточки. Потому что действительно игра была вроде бы без карточек, но она была абсолютно бескомпромиссная, было очень много борьбы,
И когда она закончилась, как раз вот эта сдержанность, она немножечко выплеснулась таким фонтаном, да, ну и немножко потолкались, покричали друг на друга. Ну нельзя же 1,5 часа с зажатыми ходить, улыбаться и интеллигентно рассказывать, что вы, сударь, совсем не правы. Поэтому, видимо, это и сказалось в концовке, когда немножко потолкались. Вот именно вот это вот нежелание нарываться у соперника, я так понимаю, есть кадровые проблемы. У нас тоже есть определенные кадровые проблемы, и поэтому не хотелось уж никому не хотелось получать эти желтые карточки. Ну, наверное, вот это вот главное объяснение.